Bzika. Хлопзеха, хатырску, асасца. Бзева хяби, ехапи, апсуа база ахулпазеш и мехатыз зеги. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады приветствовать всех, кто смог выделить время, и нам сейчас сообщили, что у нас есть гости из других регионов и даже других стран, поэтому, конечно же, тех, кто приложил немало усилий, чтобы присутствовать сегодня здесь, с нами, на встрече абхазо-абазинского этноса в городе Санкт-Петербурге. Что ж, мы очень надеемся, что сегодня вы все будете чувствовать себя как дома. А с вами будем мы, Мартина Шакая и Лина Экзекова. Спасибо. Ну а наш праздничный вечер открывает театр танца на «Хакуляж». Встречайте! Для приветственного слова на сцену приглашается постоянный представитель
чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Муратович Ахба. Машалла, шалах рашози. Дело шабит хабирскую рабхера и главное хайхабатша. Дамы саигу хепи хайбабара уиску падзира. Обаси скина гебзира сайбабало хабхагиги аншехайзай. Дорогие друзья, уважаемые старшие, имею честь от имени Первого посольства Республики Абхазия в Российской Федерации приветствовать сердечно всех вас. Мы здесь собрались в связи с очень важным и нужным событием. Сегодня Конгресс, Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа, который возглавляет наш дорогой уважаемый брат Муса Экзеков, проводит свою первую встречу. Это региональное заседание организации. И я хотел бы от всей души поздравить их, всех нас, с этим важным мероприятием, потому что и деятельность Конгресса в целом, и эта организация направлена на объединение всех нас во имя главной цели – объединения и возвращения на Родину, на нашу общую с вами Родину. Да здравствует Абхазия, да здравствует абхазо-абазинский народ. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Муратович. Для приветственного слова на сцену приглашается постоянный представитель Карачаево-Черкесской Республики в Санкт-Петербурге Курбанов Шамиль Магомедович. Дорогие друзья, дорогие земляки, рад приветствовать вас всех на этот промозглый дождливый вечер питерский, на этом прекрасном мероприятии, на празднике музыки и танцев. Хочу поздравить братские народы, абазинские, абхазские, с этим таким знаменательным событием, с собранием, которое сегодня происходит. Пожелать мира, благополучия, счастья, здоровья этим народам, пожелать большой дружбы между нашими республиками. Также хочу поблагодарить организаторов этого прекрасного и участников этого мероприятия за возможность поближе прикоснуться к творчеству абхазского и абазинского народов. Хочу пожелать всем хорошего вечера, праздника, улыбки, веселья. Спасибо. Все мы знаем, что у абхазов и абазин уникальнейшие обычаи, вековые традиции, богатая культура, и за нами, как за представителями нашего народа, закреплена очень-очень важная и очень сложная миссия. Мы должны делать все, чтобы сохранить их. Недавно в городе Санкт-Петербурге начал функционировать филиал общественной организации Всемирный абхазо-абазинский конгресс, одной из основных задач которого является осуществление программы развития этноса. Сейчас вы сможете услышать о работе Конгресса подробнее. А для этого мы приглашаем на сцену помощника Экзекова Мусы Хабариевича, председателя Высшего совета общественной организации Всемирный абхазо-абазинский конгресс Кана Валерьяновича Таня. Холодзира, Козыги, Абзира, Хамаза, Холпанзита, Аща, Хайхабача. Прежде чем я перейду к менее веселой, но не менее важной части, то есть к презентации, я бы хотел зачитать обращение от Мусы Хабариевича Экзекова, председателя нашей организации. Дорогие братья и сестры, впервые в таком формате в Санкт-Петербурге собирается диаспора народа абаза. Очень важно использовать эту возможность для новых знакомств, которые непременно перерастут в крепкую дружбу и истинное братство. Убежден, что сегодняшняя встреча будет не только приятной, но и полезной с точки зрения получения новой информации об активных представителях народа абаза в Санкт-Петербурге, а также о Всемирном абхазо-абазинском конгрессе, организации, которой заведомо причастен каждый абазин и абхаз, вне зависимости от места его проживания. Вопросы сохранения древнего языка, богатейшей культуры и уникальных традиций абазин и абхазов зависят исключительно от нашего общего желания
быть активным участником поступательного развития народа абаза во всем мире. Важно помнить, что абазины и абхазы – это один народ, и мы вместе создаем будущее абхазо-абазинского этноса. Уверен, подобные встречи станут доброй традицией народа абаза, проживающего в Санкт-Петербурге. Желаю хорошего настроения и плодотворного вечера всем присутствующим. А теперь непосредственно перейдем к презентации. Мы понимаем, что такая официальная часть, она менее веселая, поэтому мы подготовили короткую версию презентации. Она состоит всего лишь из 6 слайдов, как вы видите, и займет не более 20 минут. Я постараюсь максимально быстро обо всем рассказать. Ну, в принципе, можно следующий слайд, пожалуйста. Как-то вот в одном из своих интервью Мусафа Валич сказал такую фразу, что абхазы-абазины – это одна семья, и дальше по тексту. В принципе, вот эта вот цитата, она представляет собой идеологию нашей организации. Мы следуем именно вот такому направлению, объединению абхазов и абазин, хотя по сути это гипотеза, которая не нуждается в доказательстве, так оно и есть. Но связи на сегодняшний день не такие тесные, как бы нам хотелось. Вот мне, например, интересно, насколько молодые люди и подрастающее поколение, старшие, конечно же, получше, они общались больше и как-то связи больше. А что касается молодых, вот мне интересно, насколько мы тесно общаемся, то есть насколько молодые абхазы знают много абазин и наоборот. И для того, чтобы провести, просто вот эксперимент, я бы хотел, например, допустим, вот к вам подойти. Представьтесь, пожалуйста. Арина. Арина, сколько вот вы абхазка? Да. Сколько у вас друзей абазин? Много? Мало? 2 приятельницы есть сегодня. Ладно, попал, скажем, неудачно. У вас есть знакомые. Есть такие абхазы или такие абазины, у которых нет знакомых абхазов и абазин? Поднимите руки. Вот, есть, еще, вон сколько рук. Вон еще руки. Вот, смотрите, сколько рук. В принципе, не поняли вопрос? То есть, если в зале абхазы, у которых нет знакомых абазин, и наоборот, абазины, у которых нет знакомых абхазов. Очень много рук подняли ребята молодые, к сожалению. Вот именно поэтому и был создан Всемирный абхазо-абазинский конгресс, и он успешно функционирует. И буквально вот недавно было открыто региональное представительство здесь, в Санкт-Петербурге, нашего конгресса. Что такое конгресс, я очень кратко расскажу об истории создания, такая краткая историческая справка. За 26 лет существования очень много было сделано, но мы выделили основные 3 этапа. Первый этап, понятное дело, это создание конгресса, первый съезд. Во время войны он проходил в селе Лыхны, Республики Абхазия. Инициатором создания организации был Владислав Григорьевич Арцемба, все вы его знаете, первый президент Абхазии. Вот тогда, была создана Международная ассоциация абхазо-абазинского народа, она так называлась тогда. Председателем был избран Тарас Миронович Шамба, профессор, ученый, доктор юридических наук. И исполнительным секретарем Геннадий Аламия, поэт-публицист. Вот, это один такой вот судьбоносный момент был. На этом съезде было принято обращение ко всем народам Северного Кавказа с просьбой встать на защиту Апсны во время войны. Вот, второй судьбоносный момент – это съезд уже в свободной независимой республике Абхазия, то есть это уже после победы. И далее идет там 25 лет истории, и еще один судьбоносный такой рубежный момент в истории организации – это 7-й съезд, когда впервые за 25 лет произошла смена руководства и было изменено название организации. То есть называлась Международная ассоциация абхазо-абазинского народа, стала называться Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Кстати, тест на внимательность. Кто скажет, кто является председателем Всемирного абхазо-абазинского народа? Конгресса, извините. Все, хорошо. Нет, это просто, чтобы закрепить. Вот, идем дальше. Коротко о целях и задачах. В соответствии с уставом Конгресса целей и задач очень много.
но мы не стали обо всех писать и выделили наиболее важные 3 цели и задачи и разделили их на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочные цели. Как раз в краткосрочную входит создание структуры Конгресса. Что это такое? Это открытие региональных и местных представительств организаций, при которых создаются молодежные и женские советы, состоящие из активных молодых ребят, из активных женщин, мужчин. Кстати, сегодня у нас в зале глава Женсовета Абхазии Гета Арценберг. Гета, вот, поприветствуем ее, пожалуйста. Значит, эти органы создаются с целью способствования социальной активности в местах проживания нашей диаспоры, а это более чем 50 стран по всему миру. Значит, чтобы объяснить на конкретном примере, что такое социальная активность, вот в Петербурге мы открыли региональное представительство. Кстати, главой представительства был выбран Тимур Реклава, он где-то здесь бегает, там со звуком возится. Тимур Реклава был выбран председателем регионального совета. Далее мы, по сути, пригласили к нам в офис ребят, абхазов, абазин здесь местных, провели несколько встреч и поняли, что нам нужно провести так более масштабную встречу. И вот образовался сегодняшний вечер. И буквально там не прошло и месяца, и он реализован. Вот что такое социальная активность, как мы ее видим. На сегодняшней встрече обязательно мы познакомимся друг с другом, эти знакомства станут дружбой, мы на это надеемся. Из этой дружбы вытекут какие-то новые идеи, новые проекты, которые будут обязательно реализованы, в том числе и при нашем содействии. Ну, далее, это уже долгосрочная цель, это объединение нашего народа. В принципе, цель говорит сама за себя. На конкретном примере, если говорить, в Карачаево-Черкесии ежегодно проводятся абазинские игры. Значит, автономная некоммерческая организация «Алашар», которую создал Муса Хабальчик-Зеков 5 лет назад, проводит каждый год спортивные соревнования среди всех абазинских аулов. Кстати, сегодня здесь у нас сидит руководитель офиса «Алашара» в Карачаево-Черкесии Мурат Муков, он здесь в зале. Мурат, встань, пожалуйста. Вот Мурат. Он, кстати, об Алашаре чуть-чуть позже тоже расскажет, там у нас дальше будут чуть-чуть песни, танцы, так, чтобы не совсем скучно было, он расскажет об Алашаре тоже. Так вот, проводятся абазинские игры, и в этом году впервые абазинские игры стали международными, они стали играми народа Абаза, потому что приехали представители нашей диаспоры из Сирии, из Иордании, из Турции, естественно, из Абхазии, и игры стали международными, и вот вы не представляете себе, наверное, многие из вас были на этих играх, особенно абазины, вы не представляете себе, сколько положительных эмоций мы получили на этом мероприятии. Я впервые сам был, и я получил такой культурный шок. Я раньше тоже с абазинами как-то, так сложилось, что редко общался, а там просто это торжество было такого единства и братства. Очень полезное мероприятие, советую всем, оно каждый год проводится, советую всем посетить его. Вот осталось 2 слайда буквально. Расскажу коротко, где мы сегодня стоим, какой у нас прогресс. То есть я говорил, что мы ставим целью создать структуру. Вот на сегодняшний день структуру Конгресса уже формируют региональные местные представительства в Абхазии, в Турции, в Сирии, в Иордании, в одной стране Евросоюза. Естественно, в России это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, это Москва, это Санкт-Петербург и Ставропольский край. Нашими партнерами являются Алашар, о которой я говорил выше, и Абхазфед. Абхазфед – это Федерация абхазских культурных центров в Турции. Она объединяет в себе 14 культурных центров, которые, в принципе, занимаются однородными такими событиями, которыми занимаемся мы, сохраняют нашу культуру и быт. Что касается социальной активности, я вам уже, в принципе, конкретный пример привел. Здесь не буду углубляться. Далее Мурат по поводу Алашара расскажет, что способственная социальная активность – это модель Алашары, это уникальная модель Алашары, которую мы будем использовать для того, чтобы как-то
аккумулировать наши человеческие ресурсы и делать что-то полезное для нашего народа. Что касается объединения, понятное дело, мы отдаем приоритет живому общению. Это самое главное. Вот сегодняшний вечер — это праздник для нас всех, потому что лично для меня я сегодня уже познакомился с частью, еще познакомлюсь со многими абазинами, со многими абхазами, которые здесь проживают, учатся, которых я не знал. Мы там женщины из Абазашты у нас дома там готовили для того, чтобы сегодня вас угостить абазинской едой, мы там познакомились. В общем, это для нас действительно праздник. И, конечно же, в приоритете это живое общение. Но мы не забываем, что 21 век все-таки век технологий. Нужно идти в ногу со временем, и для того, чтобы охватить максимальное количество наших братьев и сестер во всем мире, которые при этом не все говорят, к сожалению, на родном языке, на разных языках говорят, нужно как-то всем уделить внимание, всех привлечь. Для этого был создан информационный портал, который рассказывает о нашей культуре, о языке, о традициях, об обычаях на 5 языках. Соответственно, все имеют доступ, все могут узнать о нашей деятельности. И, пользуясь случаем, призываю всех зарегистрироваться. Вон адрес www.abaza.org. Зайти на сайт, зарегистрироваться. И для всех молодых ребят и молодых девушек обращаю внимание, что там когда будете регистрироваться, при регистрации есть такое поле, обязательное к заполнению, статус, то есть не женат и не замужем. Всем обязательно заполнить, заодно увидите, как Конгресс заботится о демографии и думает о демографии. Вот. Да, спасибо. Последний слайд, предпоследний, вернее, последний такой содержательный. Значит, у нас есть утвержденная программа действия на будущее до 2023 года как минимум. Вот здесь все попунктно расписано, не буду сейчас все читать, резюмирую. И на примере Абхазии просто расскажу, как мы работаем, как мы действуем. Станет намного понятнее. Значит, в Абхазии у нас создан уже молодежный совет и женский совет. У этих советов, то есть это наиболее такие активные люди, которых мы собрали, которые готовы на общественных началах выделять время во благо своего народа, согласились стать частью этих советов. У этих советов стоит задача создать подобные структуры во всех районах Абхазии. После этого у этих районных структур будет стоять задача создать такие же советы из активных людей в каждом населенном пункте Абхазии. И по мере создания этих структур мы будем проводить встречи, собирать также людей, общаться, спрашивать, проводить некий опрос, если можно сказать, на предмет выявления наиболее актуальных проектов для реализации в том или ином населенном пункте. После проведения анализа, обработки данных мы сможем написать четкие, всем понятные программы развития, индивидуальные программы развития для каждого села. И при содействии всей структуры Конгресса, не только по Абхазии, а по всему миру, мы будем содействовать реализации этих программ и этих проектов, которые сами же сельчане или там городские ребята будут писать для себя. Как это примерно происходит на примере? Допустим, в селе Ачандара хотят построить детскую площадку. Нет у села на это ресурсов, ни материальных, ни финансовых. Соответственно, что мы делаем? Мы включаем эффективный такой инструмент менеджмента, то есть всю структуру Конгресса. Мы, когда общаемся с людьми, мы понимаем, вот здесь у нас есть сварщик, вот там у нас завод, который металл может предоставить и так далее. То есть мы будем собирать информацию. Соответственно, у нас в структуре уже будет информация о том, кто сможет помочь материалами, кто сможет помочь с рабочей силой и так далее. И аккумулируем эти ресурсы для того, чтобы реализовать этот проект совместно с местными жителями, чтобы они строили и делали это все своими руками, тогда они будут относиться к этому тоже бережнее. Вот именно по такой модели мы будем действовать не только в Абхазии, но и во всех странах, где компактно проживает наша диаспора абхазо-абазинская. И на наш взгляд, таким образом, многие вещи смогут поменяться. И отношения друг к другу, понятное дело, и язык наш, и наша культура, и наши традиции смогут
смогут иметь более плодородную почву для развития. В принципе, вот так вот вкратце я заканчиваю, подхожу к концу своей презентации. И прошу следить за нашими новостями. У нас буквально каждый день выходят новости на сайте www.abaza.org. Еще раз призываю всех зарегистрироваться. Для нас это очень важно. В будущем появится возможность переписываться в рамках сайта. Для нас, по сути, это вот та самая база данных, о которой я говорил. Мы сможем знать, кто чем занимается и кто как может быть полезен своему народу. Ну и, конечно же, следите за нами в социальных сетях, Facebook, Instagram, кому как удобнее. Постоянно выкладываем новости, и мы готовы выслушать любое предложение. Нет таких, кто там не ошибается, может где-то какие-то ошибки допускаем. Наши старшие могут нам подсказать. Пожалуйста, любые предложения, готовы выслушать какие-то проекты, идеи, готовы работать над этим для того, чтобы реализовать их. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, готов ответить прямо сейчас. Если вопросов нет, Спасибо большое, Кан Валерьянович, за такую содержательную презентацию. Дорогие друзья, конечно же, ни один хороший вечер не может обойтись без призов и подарков, поэтому я хочу попросить вас всех выкладывать фотографии и видеозаписи в Instagram с хэштегом #СПБ. На русском языке еще раз #СПБ. И тот, чья публикация за 5 дней наберет больше всего лайков, получит памятные подарки от Абхазо-Абазинского конгресса. Еще раз, по истечении 5 дней, то есть 16 ноября в пятницу, с вами обязательно свяжутся организаторы, и победитель получит заслуженный приз. Ну а мы продолжаем наш концерт, и сейчас для вас поет лауреат международных и всероссийских конкурсов, финалистка проекта «Апсне Стар» Анна Агрба с песней «Сыпсаттл». Wow.
Он кружит в танце, и крылом своим партнершу нежно оберегает. Ногами четко отбивает ритм, врагов невидимых прочь отгоняет. Свой характер предъявить и стать разглядывать ведомую тобою, где, как не в танце, можно все сказать о чувствах пылких горцу молодому. Я приглашаю на сцену Тимура и Мактину Тлихуговых. Княжеский танец.
Для приветственного слова на сцену приглашается руководитель международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара Карачаево-Черкесской Республики Мурат Исмаилович Муков. Шумшузика, Шурбат. Я очень рад сегодня присутствовать на такой встрече. Прямо аж дух захватывает. Наконец-то в Санкт-Петербурге абазины, абхазы, наш этнос, наш народ вместе. И мы вместе с ними. Хочу, прежде чем начать, передать большой-большой привет, большой-большой салам от всех абазин с Карачаево-Черкесии. Просили передать и от имени представительства Алашара тоже привет большой всем нашим братьям, которые находятся в Санкт-Петербурге. Но прежде чем начать, я хотел бы представить вашему вниманию видеоролик, который показал бы, в принципе, работу АНО Алашара Карачаево-Черкесии, ну и не только. Автономная некоммерческая организация «Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара» учреждена 25 февраля 2011 года. Зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23 марта 2011 года. Президент организации – известный бизнесмен, ученый, меценат Муса Хабарович Изеков. Он же финансирует деятельность организации и все реализуемые ею проекты. 19 марта 2013 года состоялась презентация представительства АНО Алашара в Карачаево-Черкесской Республике. С этого момента основная работа организации проходит в Карачаево-Черкесии, на родине абазин. В соответствии с уставными целями и задачами организация осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие абазинского языка и культуры, создание в абазинских населенных пунктах условий для занятий спортом, творчеством, решения социальных вопросов. АНО Алашара организует научную работу, связанную с исследованием истории, культуры, языка абазин и абхазов. Переиздает изданные ранее и ставшие редкостью произведения абазинских писателей. Содействует изданию новых. Организует кружки художественного творчества, спортивные секции. Создает мультипликационные художественные фильмы на абазинском языке. Проводит различные конкурсы творческой направленности. Оказывает содействие учреждениям культуры, образования, здравоохранения. Под решение этих задач сформирована структура общественной организации, каждый из отделов которой курирует определенное направление работы. За 5 лет деятельности организации издано и переиздано 15 книг, оцифровано несколько десятков литературных произведений и научных работ, которые размещены на сайте организации. На этом же сайте можно посетить Эльбурганский музей истории абазин. Экспонаты музея оцифрованы и теперь представлены в виде онлайн-музея. Озвучено на абазинском языке более 30 мультфильмов, отснят и готовится к выходу на экран художественный фильм. Благодаря музыкальным проектам Международного объединения Алашара появились более сотни новых песен, а десятки песен прежних лет зазвучали в новой аранжировке. Общенародный праздник вылился инициированный Алашарой и поддержанный другими абазинскими общественными организациями День культуры народа Абаза. Впервые он был организован в 2014 году и был приурочен к Дню абхазского флага 23 июля. Эта дата отмечается и как день выхода первого номера абазинской газеты «Черкес Капш», ныне Абазашта. С тех пор он проходит ежегодно, собирая все больше людей, живущих не только в Карачаево-Черкесии, но и в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Москве, Абхазии, Турции.
Масштабным проектом стала программа развития абазинской культуры на 2017-2019 годы, принятая после 2 форумов абазинской творческой интеллигенции. Она включает в себя 5 основных направлений: музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, литература, журналистика, издательство, театр и кино, работа сельских учреждений культуры. В рамках программы уже реализованы и реализуется более 10 проектов. Многогранная работа по сохранению абазинского языка. Одной из форм решения этой задачи является обучение языку в открытых при Алашаре кружках, обучение в которых ведется по новой методике, разработанной специалистами АНО Алашара совместно с привлеченными учеными и методистами. По заказу АНО Алашара составлены методические пособия по изучению абазинского языка в дошкольных учреждениях. Они одобрены научно-методическим советом Карачаево-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования и рекомендованы в качестве учебных пособий для детских садов в абазинских поселениях. Важнейшим в этом направлении представляется разработка стратегии развития абазинского языка, которая должна определить основные цели и задачи, а также пути их решения. В этом плане трудно переоценить значение 10-летней научной программы «Абазины и Абхазы. Сохранение и развитие языков и историко-культурного наследия». Эта программа была разработана с участием ведущих ученых и специалистов в области абазинского языка, истории, этнографии из Карачаево-Черкесии, Абхазии, Москвы, Ставрополя, Турции. Программа реализуется с 2016 года совместно с Академией наук Абхазии. Большое внимание уделяется проблеме здоровья населения. Чтобы содействовать улучшению первичной медицинской помощи, АНО Алашара приобрела для учреждений здравоохранения Абазинского района медицинское оборудование, в котором они наиболее всего нуждались. При организационной и финансовой поддержке АНО Алашара проводится обследование для раннего выявления онкологических заболеваний. В настоящее время на грант общественной организации проводится вегетативно-резонансное тестирование населения абазинских аулов. Для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации осуществляется контроль качества воды, потребляемой жителями абазинских аулов. Проводятся субботники по очистке территории населенных пунктов и экологические акции. Во всех абазинских населенных пунктах силами местного населения при помощи организации Алашара построены дворовые спортивные площадки. Ежегодно проводятся турниры по дворовому спорту, а также соревнования по футболу, легкой атлетике. Настоящей национальной олимпиадой стали игры народа Абаза, которые каждый год собирают сотни спортсменов-любителей со всех регионов, где проживают абазины. В 2018 году в играх народа Абаза приняли участие команды из всех абазинских аулов Карачаево-Черкесской республики, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Республики Абхазия, Турции. Большое внимание уделяется развитию гражданского общества. Алашара инициировала создание в абазинских аулах общественных советов, которые взяли на себя решение многих социальных вопросов. Активизировалась деятельность женских советов, советов старейшин. И сегодня многие проекты реализуются по инициативе и под контролем именно этих общественных структур. В 2018 году 9 социальных проектов, предложенных сельскими активистами, получили грантовую поддержку АНО Алашара. К этой работе все активнее подключается молодежное движение, организованное при объединении. Большую работу Алашара развернула в родном селе Мусы Хабаровича Игзекова, Красном Востоке, по которому разработан масштабный проект развития села как туристического, культурного, спортивного и делового кластера. В рамках проекта здесь уже создан парк вокруг нарзанного источника, построен спортивный комплекс, строится этнографический музей. В дальнейшем планируется построить этнографическую деревню и провести несколько пешеходных и конных туристических маршрутов. В перспективе предполагается, что опыт Красного Востока будет применен и в других населенных пунктах. Вся деятельность организации отражена на сайте www.alashara.org, на ее страницах в социальных сетях, в газете «Алашара» и дайджесте культурной жизни «Страна Абаза». Вместе мы можем многое. Таков девиз Международного объединения Алашара. Все это благодаря одному человеку, Муса Хабаровичу Игзекову. Как прежде, чуть позже, ранее, вернее, сказал Кан, уникальная программа
Что такое уникальная программа в принципе? Если бы не было программы изначально, не было бы системного подхода к вот этим мероприятиям, да, к проблемам даже скажу, потому что это все-таки проблемы нашего народа, то, что мы делаем, решая их поэтапно, это система, это программа. Не было бы системы, не было бы программы, не было бы ничего. Уникальность ее состоит в чем? В том, что была создана команда из нескольких человек, которые изначально, может, не всегда и не все были профессионалами, в принципе. Как говорил Муса Хабарич, повторю его, процитирую даже, мы будем учиться и будем учить других, научившись сами. Поэтому жизнь такая штука, что решая какие-то вопросы, какие-то проблемы своего народа, естественно, нам и учиться надо было, потому что мы общаемся с людьми. А люди разные, как вы понимаете, и проблем много, и они тоже разные. И приходится не только с нашим этносом, с нашим народом общаться, но и с другими народностями. Приходится общаться с правительством и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, прежде чем приступить этой команде к работе, были созданы отделы. Наиболее важные отделы жизнедеятельности базы народа. Это отдел культуры, неотъемлемая часть. Это отдел здравоохранения, это юротдел, это информационный отдел, это отдел спорта, это отдел молодежи, это семья и дети. Вот эти отделы, которые затрагивают наиболее, отдел здравоохранения, наиболее жизнедеятельные такие моменты нашего народа, было решено вот именно по этим отделам работать. Естественно, были выбраны председатели этих отделов, работники этих отделов, специалисты и так далее. Был создан экспертный совет в каждом отделе. Это профессионалы. Здравоохранение, если взять здравоохранение, это доктора, профессора именно по медицине. Если культура, то это профессионалы по культуре и так далее, и так далее, и так далее. То есть, большой такой объем людей, скажем так, которые, в принципе, были призваны решать те или иные проблемы совместно с нами. Вот. С этими людьми мы 2013 год полностью, целый год мы сидели, разрабатывали программу. Как она должна выглядеть, как она должна работать, к чему она должна привести. То есть это должны были цели, то есть проблемы. Это должны быть задачи, которые решали бы эти цели, эти проблемы. Это должны были мероприятия, которые решали бы эти цели и задачи. В конце, в итоге, мы должны были рассчитать объем работ, плюс к этому всему должны были рассчитать, к чему мы придем в конце, через какое время мы придем в конце. То есть конечный результат. Это, естественно, критерии каждого мероприятия. Создав вот такую систему, пошагово, поэтапно, мы приступили к работе. В 2014 году мы вышли в народ. Начали работать по этой программе. И вот за последние 5 лет вы видели, что было сделано на Малашах. Именно вот работать по этой системе. Далее были привлечены со всех населенных пунктов женсоветы, общественные советы, молодежь, волонтеры. Волонтерское движение очень сильно развито в Ан-Малашара. Очень с каждым годом все больше и больше молодежи прибывает. И как бы вот, не мне вам объяснять, вы знаете, что такое волонтерская деятельность, в принципе. Уникальность заключается этой программы еще в том, что в мире, наверное, ни одной такой организации нету. Я имею в виду общественной именно. По крайней мере, если и есть, я не видел, не встречал. Если есть, то извините, конечно, меня. Можете мне потом сказать, я очень рад, в принципе, послушать об этой организации. Но ни в Турции, ни в Сирии, ни в Иордании, ни в Европе, среди нашей диаспоры, ни в России такой организации нету. То есть какой организации? Я имею в виду вот что. Где люди приходят на работу,
утра до вечера решая свои проблемы, то есть проблемы своего народа, где они полностью посвящены проблемам своего народа. Не набегом, то есть классические общественные организации, которые у нас были до этого, которые были за рубежом до этого, мы ушли от этой классики. Мы пришли к более профессиональному подходу, в принципе, что и должно быть везде и у каждого народа, у каждой общественной организации и так далее. То есть это профессиональный подход. С утра до вечера вы приходите на работу с 8 и до 6, занимаетесь своими проблемами своего народа. Вот тогда будет результат. Вот это уникальность в принципе. И вот этот систематический подход как раз таки этой программы. Что касается всего остального. Ну, говорить, конечно, много можно. Не буду задерживать ваше внимание. Потихоньку подходят уже, скажем так, присоединяются другие люди, присоединяются другие бизнесмены, которые хотят чем-то помочь своему народу, которые понимают уже, что мы делаем, как мы делаем, ради чего мы это делаем и так далее. Но хочу заметить еще такой один нюанс. В отделе здравоохранения в прошлом году и в этом году очень большой вклад внес в развитие медицины. Я думаю, что как в Абхазии, так и в Карачаево-Черкесии, именно по исследованию онкологических болезней. Это, ну, вы его многие знаете, Руслан Родионович Агарба, председатель диаспоры города Москвы. Хочу поблагодарить его от души, то, что он присоединился к нам, то, что он присоединился, он понял проблемы своего народа и делает все возможное как в Москве, так и в Абхазии и в Карачаево-Черкесии. Также еще один момент маленький. Да, благодаря Мусеху Павловичу мы сделали многое, но предстоит еще больше сделать. То есть мы 200-300 лет шли вниз и хотим за 2-3 года вылезти наверх. Ну, так не бывает, вы сами прекрасно это знаете. Только объединившись вместе, только вместе сообща, программно-системно делая какие-то вещи для своего народа, только таким образом мы можем выйти из той ситуации, в которой мы сегодняшний день находимся. Только таким образом мы можем решить все наши проблемы. И только таким образом мы можем быть на высоте, чтобы со стороны другие народы, большие народы, нам завидовали. Еще одна маленькая такая реплика. Конечно же, Мусеху Павлович делает много, но давайте просто правду в глаза смотреть. Один человек, ну, не вытянет все. Вы это прекрасно все понимаете. Даже если все абхазы и абазины объединятся, я имею в виду, что бизнесмены, да, и они не вытянут, это будет временная все равно ситуация. В чем, что я хочу сказать этим? У больших, умных народов создался национальный фонд, свой национальный фонд, куда они аккумулируют свои деньги. То есть ежемесячно там какую-то маленькую сумму буквально. Этот фонд решает все проблемы этого народа практически. Это армяне, это евреи, это курды и так далее. Мы изучали их опыт, мы изучали, как они это все создавали и так далее. Пришли к тому, что, ну, наверное, уже пора и у нас это сделать. Почему? Потому что надеясь на одного, на двух, на трех, на 10 человек, это временная надежда. Надо объединяться и создавать вместе такой фонд. На базе Ануала Шара мы создали Народный фонд народа Абхаза, где аккумулируются уже деньги. Естественно, я не буду сейчас подробно рассказывать, об этом можно попозже, потом уже, когда при встрече, поговорить об этом, если кому-то будет интересно. Вот по 100 рублей, если каждый человек 10 тысяч
вкладывались по 100 рублей просто-напросто в этот фонд. Да, на развитие своего села, на развитие своего народа и так далее, на решение каких-то проблем. Вы представляете, да, сколько это получается за месяц? То есть за эти деньги можно решить все практически проблемы ежемесячно. А нас больше 10 тысяч, больше 20 тысяч, больше 30 тысяч и так далее. Так вот, что касается этого фонда, как узнать всю информацию, как подключиться к этому фонду и так далее, у нас здесь есть представитель наш, Симхов Ринат. Я думаю, если вы к нему подойдете, он, в принципе, вам объяснит, как, что, зачем, почему. Ну и я, в принципе, могу то же самое сделать. Ну, не буду вас больше задерживать. Спасибо за внимание. Спасибо огромное за вашу речь, Мурат Исмаилович. Ну и сейчас, дамы и господа, для вас поет лауреат литературных премий, поэт года и наследия, автор нескольких поэтических сборников, студентка университета прикладных наук города Висмарк, Германии, Лина Экзекова. Встречайте.
Спасибо большое, Лина, это было прекрасно. Дорогие друзья, а сейчас для вас выступит самый юный участник нашего концерта. Итак, встречайте, Крия Саид, номер с барабанами. но очень талантливый Саид. Давайте еще раз поддержим его. На сцене вновь утонченная Анна Агрба с песней «Абзия Бара».
Дівчина силом шляху закала і візьмем, а різав чамно і сама. Сама і цой, а щира пора собою, спаче жако і сльози гой. А гула відклима за нас з чертви, не лапочам, плакала і душу, вияв сазара яку. Яра, пара, Sasabu mari, stachazu, hando negro e tabu, razão, psia os mostra, hangamo puxada cruza zero, obra e laçou e cacou, hariza chana, ronzeza, sama e zon. Щира пора собой, спаче жако і сльози гой. А гула відклима за нас з чертви, не лапочам, плакала і душу, вияв сазара яку. Яра, пара, А щира пора собой, спаче жако і сльози гой. А гула відклима за нас з чертви, не лапочам, плакала і душу, вияв сазара яку. Сама і той, а щира пора собой, спаче жако і сльози гой. А гула відклима за нас з чертви, не лапочам, плакала і душу, вияв сазара яку. Яра, пара, Дорогие друзья, где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, согласитесь, что звуки родной речи, родных танцев, родной музыки всегда возвращают нас обратно к истокам, обратно домой. Я предлагаю вам еще раз перенестись на родину. На сцене Андро Букасян, Артур Аганесян и Владислав Рашков. Кавказские наигрыши.
Спасибо огромное ребятам за такой колоритный номер. Я думаю, это еще раз достойно аплодисментов. Ну а сейчас для вас вновь споет моя соведущая, прекрасная Лина Экзекова. Песня «Сыбзиебара». Несмотря на то, что региональное отделение Всемирного Абхазо-Базинского конгресса существует в Санкт-Петербурге не так давно, его частью уже успели стать талантливые и перспективные ребята с очень интересными идеями. И сейчас мы хотели бы озвучить некоторые из них. Итак, на сцену приглашаются Симхов Ренат и Хишба Линда. Я очень рада приветствовать вас на этом мероприятии. Мне кажется, каждый из нас ждал в этом городе такой праздник. И мы с Ренатом хотим предложить вам идею. Моя идея заключается в том, что Конгресс Абхазо-Базинский помогает нам открыть Абхазо-Базинский ансамбль, который каждый, мне кажется, был этому рад. И хочу сказать, что открытая миру ладонь говорит нам о приветствии, о том, что
мы ждали этот праздник здесь. Хочу сказать, что также ансамбль будет называться «Адуней». Мне кажется, это будет действительно символика нашего конгресса и, конечно же, нашего ансамбля. Передаю слово. Добрый вечер. Меня зовут Ренат Симхов, родом я из Волоксыж. В Санкт-Петербурге проживаю уже более 10 лет. Сегодня я очень рад находиться в этом зале с представителями своего народа вдалеке от нашей родины. Абазины и абхазы — единый народ, народ Абаза, проживающий на протяжении всей своей истории по обе стороны Кавказского хребта. Однако, по воле Всевышнего, каждый из нас на сегодняшний день проживает здесь, в Санкт-Петербурге, далеко от своей исторической родины. И по этой причине нам очень важно быть вместе, помогать друг другу и поддерживать друг друга. И я надеюсь и верю, что сегодняшняя встреча, которая проходит в таком глобальном формате впервые в Санкт-Петербурге, положит начало большим интересным преобразованиям для нашего народа не только в этом городе, но и в мире в целом. Хочу выразить большую благодарность Мусеху Абаровичу Экзекову за тот огромный вклад, который он вносит в дело развития народа Абаза. Сегодняшнее мероприятие проходит по его личной инициативе и непосредственной поддержке. Однако мы со своей стороны тоже должны нести свою лепту в общее дело. Нам необходимо объединиться и пойти по пути созидания, помогая друг другу, поддерживая друг друга во всех наших начинаниях. Мы должны осознать, что возрождение народа — это не дело одного человека, а наше общее дело. Каждый из ныне находящихся в зале является личностью, которая обладает своими талантами, уникальными способностями, особым потенциалом. И первостепенной целью сегодняшнего мероприятия является знакомство с друг другом, знакомство с возможностями каждого из нас. Мы хотим сформировать костяк активистов и при непосредственной поддержке Всемирно-Абхазского абазинского конгресса сформировать костяк активистов, которые будут работать во благо нашего народа, нашей диаспоры здесь, в Санкт-Петербурге. Так что, ребят, присоединяйтесь, я здесь, подходите после вечера, буду рад каждому рассказать, показать. Так что, рад, что рассказать. Спасибо. А более подробную информацию о деятельности Абхазо-Абазинского конгресса в Санкт-Петербурге вы можете найти на наших страницах в социальных сетях. Здесь вы также можете предложить свои идеи для сохранения и развития нашей культуры. Многообразие культур роднит и мужество, и грациозность сразу. Лезгинка — страсть, исконный колорит, искусство и сокровище Кавказа. И вновь для вас выступает театр кавказского танца «Нарт». Молодость Нарта.
На этой торжественной ноте наш концерт подходит к концу. Однако не подходит к концу наш праздничный вечер, ведь именно сейчас в фойе театра вас ждут блюда национальной кухни, зажигательные танцы и, конечно же, просто хорошая и теплая атмосфера. Так что, дорогие гости, приглашаем вас в фойе. Мы хотели бы еще раз поблагодарить тех, кто оказывал незаменимую помощь в организации данного мероприятия, и, конечно же, вам за то, что разделили этот вечер с нами. С вами были мы, Мактина Шакая и Лина Экзепова. До новых встреч! Создание самого Конгресса, учреждения, это было большое событие, очень важное событие, поскольку деятельность Конгресса, его роль направлена на то, чтобы объединить нас, о том, чтобы рассказать о том, кто мы такие, абхазы, абазины, для того, чтобы продвигать нашу культуру, наши традиции, нашу, я не знаю, историю, рассказывать о нашей истории. И сегодняшняя встреча – это еще одно свидетельство того, что Конгресс работает и что все структуры Конгресса тоже осуществляют очень важную, необходимую деятельность, направленную, еще раз повторяю, на объединение нашего народа. Я в восторге, честно говоря, я еле удержался, вернее, дочь еле удержалась, мне хотелось танцевать вместе с моими юными артистами. Великолепно было все срежиссировано, прекрасный сценарий, прекрасные юные артисты, ведущие очаровательные. В общем, все прекрасно удалось. Поэтому большое спасибо за приглашение. Я счастлив, что я был участником этого прекрасного события сегодня. Дело в том, что в Питере бывает мало солнца, когда ты оказываешься на таком мероприятии. Есть ощущение того, что вот это солнце из Абазы, из Абхазии, оно тут в Питере. И это волшебно, мне кажется. Вы откуда приехали в Санкт-Петербург? Абхазия, Сухум. И вы сейчас живете здесь? Я учусь здесь. На кого учитесь? Я учусь на графического дизайнера, отделение рекламы на 3-м курсе. Очень хорошо. Скажите, насколько важно, почему важно вот эти события, которые первые встречи именно Абхаз Зафир Абазин, важно проводить? Почему? Дело в том, что у меня есть 2 приятельницы из Абазы, Алина и Фатима, и для меня с ними знакомство показало, какой вот необычный народ и в чем-то отличается от нас. Они, наверное, ближе, теплее, и я думаю, вот это тепло, оно может повлиять и на нас, объединить нас. То есть нужно не забывать друг друга. В плохих, хороших ситуациях мы раньше вставали рядом. Я думаю, это также важно делать и сегодня. Я считаю, что не просто важно, очень важно проводить это именно в Санкт-Петербурге. Почему? Ну, наверное, для того, чтобы все могли почаще встречаться, это в первую очередь, да, чтобы могли друг друга видеть, знакомиться друг с другом, именно представители этих народов, смогли показать друг другу каждый, кто что умеет, не знаю, встречаться в радости, как у нас на Кавказе, что желают, советуют. Поэтому считаю, что эти мероприятия очень важны для этого города, вообще для всех нас. Я в восторге. На самом деле очень приятно, что концерт может быть не там грандиозно красочный, но как все постарались, организаторы, участники. На самом деле мне очень понравилось. Спасибо большое. Меня зовут Ринат, фамилия моя Абазов. Я с Карачаево-Черкесии. Родной мой аул – это аул Абазахабль. Вот. Проживаю здесь, в Санкт-Петербурге, более 8 лет. Фамилия Абазов, да? Абазов фамилия. Вот. Что хочется сказать, данное мероприятие, я думаю, воссоединит нас всех, абазин, абхаз, и в дальнейшем, я думаю, будет, как говорится, укрепить, как говорится, абхазо-абазинские отношения во всех планах. Вот. Ну, огромное спасибо Мусе Хабалевичу за такой огромный вклад. Вот. А с нашей стороны в дальнейшем будем стараться поддержать всеми своими усилиями. Скажите, почему важно
проводить такие мероприятия? Важно это, да, понятно все, но почему? Ну, во-первых, я думаю, люди знакомятся между собой, многие друг друга не знают. Вот. И это стимул того, чтобы люди между собой общались. И в дальнейшем как-то организовывать это совместными усилиями. То есть совместными усилиями больше можно добиться, нежели чем один человек или несколько человек. Когда больше людей, я думаю, больше как бы результатов будет. Я очень рад, на самом деле, очень впечатление. Их даже словами на самом деле не выразить. Очень благодарю всех организаторов, в том числе в главной роли Мусу Хабалевича Экзекова. Вот. Огромное спасибо. Я думаю, это не первый и не последний раз. Я думаю, таких мероприятий будет еще больше. Так как наш народ разбросан, ты знаешь, что мы везде практически находимся, как в России, так и за рубежом, поэтому если мы хотим объединить народ, если мы хотим, чтобы народ нога в ногу друг с другом, объединившись, шел и решал свои проблемы, то их надо везде объединять. Мы вот рады действительно присутствовать сегодня, наблюдать вообще вот такое зрелище, что наши братья, наш этнос собрался в одно единое, сделал такое мероприятие хорошее, красивое, и теперь веселятся вместе. То есть для объединения нашего народа обязательно нужны такие мероприятия. И надо начинать с таких мероприятий для того, чтобы делать потом какие-то совместные дела. Впечатления шикарные, отличные. Мне вот прямо вот клянусь по душе находиться здесь, видеть наших братьев, сколько их много здесь. Есть, конечно же, еще те, которые не слышали, которые сегодня не присутствовали, но я думаю, до них тоже дойдут. Они тоже будут присутствовать, так как это первая все-таки встреча и не последняя будет, дай бог, мы будем стараться все способствовать этому. Впечатляет, очень впечатляет. Важность этого мероприятия сложно переоценить, так как это первая встреча не только Абхазо-Абазинского конгресса Всемирной организации, но и первая встреча в таком формате, где абхазы и абазины собрались вместе для того, чтобы познакомиться, пообщаться. Все-таки большое количество представителей абхазо-абазинского народа проживают в городе Санкт-Петербурге. Кто-то учится, кто-то работает. И мало кто из них тесно общается. Мы попытаемся создать площадку для того, чтобы это общение было более конструктивным, не заканчивалось просто на знакомстве, перерастало в крепкую дружбу и рождались какие-то идеи, проекты, которые бы реализовывались бы в том числе при содействии Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Подобными встречами мы можем решить главную проблему, вернее не проблему, а вопрос. Вопрос, который стоит перед нашим этносом, это его объединение, его опять-таки взаимодействие. Это, на мой взгляд, самая главная задача не только Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, но и всех абхазов и абазин, проживающих более чем в 50 странах мира. Мы должны общаться для того, чтобы мы укрепляли наше единство и братство, мы в первую очередь должны общаться. И вот главная задача наша – это общение. А из этого общения уже родятся многие проекты. Мы будем таким образом сохранять и наш язык, и нашу культуру, и наши уникальные традиции. И не только их сохранять, но и развивать и передавать другим народам. Будем подключать к этому всех желающих, всех тех, кто болеет за наш народ, всех тех, кто любит абхазо-абазинский народ. Мы всех будем вовлекать и аккумулировать все ресурсы для того, чтобы поступательно развиваться. Официально представительство, региональное представительство Конгресса было зарегистрировано здесь около 2 месяцев назад. И вот уже первая в современной истории Петербурга абхазо-абазинская встреча, вечер. Вот, по сути, у нас в дальнейшем планируется создание абхазо-абазинского ансамбля здесь, в Петербурге. То есть это такой кружок танца. Мы хотим также создать спортивную команду для того, чтобы участвовать в ежегодных спортивных играх в абазинских аулах. Далее мы будем, скорее всего, привлекать молодых ученых к деятельности, то есть к развитию своей деятельности. Мы, может быть, создадим, у нас есть такая идея, создать молодежный научно-исследовательский центр при Конгрессе, чтобы всех тех, кто хочет в будущем стать ученым, дать им возможность, площадку для развития.
море положительных эмоций. Сегодняшняя встреча для всех нас это большой праздник, я считаю. Это торжество нашего братства, нашего единства. Таким образом, мы всем, не только абхазам и абазинам, но всем гостям, ведь у нас в гостях сегодня были не только абхазы и абазины, другие народы, представители других народов, мы всем показали, как мы едины, какие мы красивые и талантливые. Добрый вечер, Ренат Анатольевич. Скажите, пожалуйста, Добрый вечер. Прошла первая встреча Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в Санкт-Петербурге. Как вы считаете, насколько вообще важно проводить подобные встречи? Считаю, что подобные встречи, они очень позитивные, они нас воссоединили два народа, вот абазины и абхазов. И в таком формате это проводится здесь впервые в Санкт-Петербурге. И кажется, что нужно почаще устраивать такие мероприятия, чтобы наши народы здесь сплотились и вот, были вместе. А расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о сегодняшнем мероприятии. Ну, я на самом деле прям удивлен так, что я не знаю, сколько людей, сколько позитива. Вот в данный момент играет гармошка, музыка, люди веселятся, и это меня радует. Я нахожусь сегодня среди представителей своего народа. Спасибо огромное. Пожалуйста.